столице Коми официально открыли обновленное горнолыжное отделение одной из сыктывкарских спортивных школ. Теперь под одной крышей для юных спортсменов удобные раздевалки и современные спортивные залы. Помещение под горнолыжное отделение администрации передала крупная строительная компания в рамках соцпартнерства. Виктория Палкина о долгожданном новоселье. О таком тренажере сыктывкарские горнолыжники мечтали давно. Он специально разработан для спортсменов с разным уровнем подготовки. Можно имитировать карвинговые движения, как на склоне, улучшать технику, баланс и координацию. Помещения спортивной школе достались бесплатно, а вот их укомплектование обошлось городскому бюджету в 3 миллиона рублей. Теперь здесь уверены, желающих заняться этим видом спорта станет гораздо больше. На начальном этапе вообще затрат никаких нету. То есть мы даже удивляемся, почему так мало детей занимаются, потому что возможности огромные. Потом, если в дальнейшем, то есть переходить на более профессиональный уровень, там, конечно, надо немножко уровень и инвентарь немножко менять. До переезда сыктывкарским горнолыжникам пришлось потерпеть серьезные бытовые неудобства. Переодевались в балках, занимались только на улице. Понятно, что весь тренировочный процесс зависел от погоды. Впрочем, несмотря на сложности, впервые команда Коми выехала на российское первенство. Уровень серьезный. Нужно, чтобы на таких соревнованиях показывать результат, нужно больше тренироваться. Теперь у нас появилась новая горнолыжная база, с которой мы будем тренироваться больше, и тренировочный процесс будет намного лучше. Закупили новые тренажеры, с которыми техника может подняться, и физическая форма тоже. Пока же свою технику эти горнолыжники оттачивают на единственном склоне. Средняя скорость спуска здесь больше 20 км в час. Подходит он больше, конечно, профессионалам, начинающим здесь сложно. Обучаться приходится все-таки внизу горки, так как склон вначале идет такой прям серьезный, можно много скорости набрать. Обновления запланированы и на спуске. Необходимо установить новый подъемник, провести серьезные земельные работы и на самой горе. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган.